Добрый вечер, уважаемые телезрители и те, кто слушают нас по радио. Это прямой эфир. Телевизионные дебаты на канале НВК Саха, также на Якутии 24, на Мамонте, на радио Тетим. Меня зовут Влад Давыдов. Представляю вам участника сегодняшнего эфира. Их должно было быть двое, но Гаврил Павлович Парахин от партии ЛДПР в эфир к нам не явился по неизвестным причинам. Значит, остается у нас один участник сегодняшней программы. Это Алексей Прокопьевич Дьячковский, доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия от партии «Единая Россия» Айсена Сергеевича Николаева. Добрый вечер, Алексей Прокопьевич. Добрый вечер. Что ж, тема наша звучит следующим образом. Перспективы развития Якутии, стратегия и результаты. Так как все время теперь ваше, подробнее обсудим и стратегию, и ближайшее будущее нашей Якутии. Ну, начнем с этой именно стратегии. Какая она в видении вашего кандидата Айсена Сергеевича Николаева? Как эта работа будет строиться, настоящее и будущее Якутии? Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Стратегия Айсена Сергеевича, стратегия развития республики, социально-экономического развития республики основывается на предвыборной программе Айсена Сергеевича. Здесь конкретно указано, что Айсен Сергеевич просит наши коллективы, общественные организации, в целом общественность предоставить предложение по формированию стратегии. И сегодня, исходя из его опыта работы в администрации города Якутска, действительно сейчас налаживается очень тесное взаимоотношение общества и власти. Сегодня мы имеем очень много предложений в стратегию развития нашей республики. И необходимо понимать, что стратегия – это комплексное мероприятие. Во-первых, это наличие документа, стратегического документа, который будет выверен со всех сторон, согласован с обществом. Во-вторых, это конкретные мероприятия по реализации этой стратегии. И третье, я считаю, что ключевой момент в данном случае – это управленческая команда, которая должна реализовать его до конца. И сегодня, конечно, вот в преддверии выборов мы всегда останавливаемся на том, кто будет руководить республикой. Сегодня, если мы обсуждаем, кто из наших, допустим, руководителей, либо наших жителей республики, кто может руководить республикой, сегодня, ну, я думаю, что все фактически сходятся о том, что наиболее большим опытом и практической деятельностью, и навыками, и историей успеха сегодня обладает Айсен Сергеевич. Это я даже не в рамках вот перевыборной агитации говорю. Я думаю, что люди, которые общались с ним, и кто знает, как работает республика, сегодня действительно могут четко сказать, что Айсен Сергеевич сегодня вот тот кандидат, который имеет опыт практической реализации и имеет опыт именно решения тех проблем, которые стоят перед республикой. Вот об этом подробнее поговорим. Что он думает, как должна развиваться республика, какие направления для него в приоритете? Ну, здесь необходимо, я хочу продолжить мысль. Обычно, когда руководитель, ну, министр или депутат начинает работать, через год действительно его начинают критиковать. Много замечаний, конечно, бывают случаи, когда остаются много нерешенных проблем, бывают ошибки. Но вот Айсен Сергеевич, исходя из его опыта работы и министром финансов, и руководителем администрации президента и правительства республики, и 6 лет, когда он руководил самым крупным муниципалитетом нашей республики, действительно с каждым годом его поддержка со стороны населения, со стороны жителей республики, она растет. Это тоже как показатель. Но ключевые моменты в чем заключаются? В том, что сегодня мы всегда показывали очень хорошие социально-экономические показатели. То есть экономика у нас росла, валовый региональный продукт растет, инвестиции в основной капитал тоже ежегодно растет. Мы по Дальнему Востоку однозначно лидеры. И по демографическому росту мы лидеры, в социальном отношении лидеры. Но, Айсен Сергеевич, ключевой посыл в программе – это то, что каждый человек, каждый житель нашей республики должен найти свое достойное место в социально-экономическом развитии республики. То есть здесь они должны трудостроены быть,
максимальное трудоустройство населения республики, высокая заработная плата, повышение качества жизни. Это вот одни из таких ключевых моментов стратегии. И вокруг этого, конечно, выстраивается вся схема работы и правительства, и предприятий, и социальной сферы, и общественности в целом. Ну, если мы говорим о стратегии, то какие ресурсы здесь должны быть главные? Человеческие, технические, природные ресурсы? Как это все будет работать и совмещаться? Ну, самый главный ресурс, это указано в программе Арсения Сергеевича Николаева, это люди, которые здесь живут, которые живут в нашей республике. Это действительно уникальные люди. Мы живем в очень сложных природно-климатических условиях, условиях больших инфраструктурных ограничений. И все это, конечно, позволяет нам говорить, что эти люди, мы сами, жители республики, сможем решить эти задачи. Но здесь необходимо тоже отметить, что наша республика, вот с точки зрения климата, конечно, в очень суровых условиях мы проживаем, но с точки зрения наличия и природных ресурсов, наличия возможности развития экономики, конечно, вот с каждым годом возможность у нас увеличивается. В этой части, конечно, ключевым является в программе Арсения Сергеевича это при экономическом развитии и особенно в сфере промышленного производства экологическая безопасность и этнологическая безопасность. И здесь в программе указаны очень такие, имеются очень серьезные пункты. Экологическая безопасность, в первую очередь, связана с тем, что да, любое промышленное освоение, любое экономическое развитие, она должна быть с учетом, абсолютным учетом экологической безопасности. Здесь необходимо отметить, что вопрос касается не только вновь создаваемых, образующихся предприятий, но и тех предприятий, которые работают в нашей республике. Сегодня происходят глобальные, климатические изменения, глобальное потепление, бывают очень серьезные осадки, вот, которых не было там в истории метеонаблюдений, и поэтому все промышленные предприятия, вот как Арсений Сергеевич сегодня указывает, по ним должна быть ревизия с точки зрения экологической безопасности, уже имеющихся, потому что те старые советские строительные нормы и правила, конечно, отвечали именно требованиям того времени, того периода, и сегодня ключевым является именно максимальная ревизия, мониторинг и исправление тех стандартов, которые тогда имелись. С учетом тех изменений, которые происходят и в нашей жизни, повышение качества жизни, изменение климата и так далее. Вот вы сказали о человеческом ресурсе, о вкладе жителей республики в развитие. Вот Арсений Николаев в последние недели активно ездил по республике, объехал практически ряд районов, встретился с людьми, в частности, встречался с представителями разных сфер, отраслей жизни республики. Они выдвигали свои предложения, мнения. С учетом всего этого, будет ли меняться, обновляться стратегия республики, будет ли это учитываться? Ну, необходимо отметить, что сегодня нет такой действующей стратегии. Был проект разработан в 2016 году, и в течение 2017 года проект был разработан правительством республики, но он не был внесен Илтумен, и Илтумен его не рассматривал. То есть сегодня речь идет о том, что должна быть сформирована новая стратегия социально-экономического развития. Вот многие, конечно, говорят, почему такой долгий период, 2032 год, но на то и стратегия для того, чтобы мы понимали, мы куда идем. Вот 15 лет, это 10-15 лет, это очень короткий срок для развития республики. Мы сегодня должны определить, в каком направлении мы идем, чего мы должны добиваться, что мы должны развивать, что мы должны менять. Поэтому 1932 год – это действительно такой, наверное, серьезная дата в истории вообще Российской Федерации. Это 400 лет как раз воссоединения, вхождения Якутии в состав русского государства, российского государства. Как в программе Арсений Сергеевич говорит, в течение жизни одного поколения российское государство расширилось до Тихого океана.
И сегодня, и тогда, и сегодня Якутия является, конечно, форпостом и основой, как бы ключевым субъектом, ключевой территорией развития Российской Федерации и России в целом. Поэтому вот эта стратегия сегодня разрабатывается с учетом мнения населения, общественности, и в ближайшее время он будет сформирован и будет вынесен на обсуждение населения. И сегодня вот глава фактически объехал значительную часть республики, Айсен Сергеевич, и много предложений. Он конкретно рассматривает программу социально-экономического развития каждого района. И однозначно вот его один из таких ключевых посылов, то, что каждая программа каждого района, программа социально-экономического развития каждого района, во-первых, должна быть привязана к стратегии, во-вторых, она не должна быть локальной для конкретно этого района. Она должна быть межрайонной, она должна включать в себе развитие различных отраслей, межотраслевой. И сегодня не только стратегия будет разработана, но и пересматриваться программа социально-экономического развития района. Ну вот, завершая тему разговора о человеческом капитале, каково должно быть участие самого гражданина, самого жителя в достижении целей стратегии или программы вашего кандидата? Ну, здесь ключевой, еще раз я хочу вернуться к началу нашего разговора. В данном случае ключевым является это участие каждого человека в социально-экономическом развитии нашей республики. Его трудовые ресурсы, возможности трудиться, его знания, его компетенции, все должно быть использовано. Только тогда, когда человек сам лично своим трудом будет участвовать в развитии нашей экономики, социальной сферы, при этом получать достойную заработную плату, тогда только будет повышаться и качество жизни, и повышаться, понятно, конкурентоспособность каждого человека. Потому что изменения в человеке, повышение его качества, особенно молодежи, его конкурентоспособности, это, наверное, ключевой фактор нашего развития. Потому что развитие это не какие-то станки, это не шахты, это не здания какие-то. Это прежде всего человек, который может там работать и работать эффективно, и при этом получать достойную заработную плату. Вот это ключевой момент в программе Айсена Сергеевича. Ну вот если мы говорим о предлагаемых всех преобразований Айсеном Николаевым, какие результаты считаются главными, основными? Ну, здесь ключевой момент – это повышение реальных доходов каждого жителя республики и повышение качества жизни. Это задача, которая может стоять там и в течение 10 лет, 15 лет, но это ключевая задача. И поэтому сегодня вся система, и экономическая система, и социальная сфера направлена на это. Понятно, что у нас накопилось очень много проблем, много вопросов нерешенных. И вот Айсен Сергеевич сегодня, 4 сентября, исполнилось 100 дней, как он стал работать временно исполняющим обязанности главы. И за эти 100 дней, я считаю, что очень серьезные проблемы в нашей республике решены. Во-первых, конечно, это ликвидация последствий паводка, разрушительного паводка нашей республики. Второе, наличие, вот та проблема, пресловутая проблема 15 миллиардов нехватки бюджетных денег. И эти вопросы сегодня, текущие проблемы Айсеном Сергеевичем, они успешно решены и решаются. Вторая, значит, серьезная задача, это, конечно, вот те вызовы современности, которые мы испытываем. Это на 21 век, это очень быстро меняющийся век, новые проблемы возникают, новые вызовы появляются. И республика сегодня должна найти достойное место и быть лидером не только в Дальнем Востоке, но и в целом Российской Федерации. Здесь я бы хотел остановиться и обратиться к нашим избирателям, жителям республики, что вот каждый ваш голос это очень важен для Айсена Сергеевича, для развития республики, потому что сегодня вот ключевым моментом для нашей республики является то, что республика должна стать приоритетной территорией федерального развития.
И, соответственно, сегодня, насколько мы объединены, насколько мы едины, насколько мы действительно покажем вот своим единственным голосом, что эти проблемы для нас важны, и мы, если хотим решить свои проблемы каждого и те задачи, которые перед нами стоят, каждого муниципального образования, мы должны действительно консолидироваться и дать мандат доверия Арсению Сергеевичу для того, чтобы он, во-первых, и в федеральных органах власти, и с крупными недропользователями отстаивал наши интересы и отстаивал сильно, самое главное, и эффективно. Вот говоря о приоритетах вашего кандидата, здесь вернемся к экономике, в частности, к креативной экономике, о чем очень много говорит сейчас сам Арсений Сергеевич Николаев. Как Якутия может стать центром вот этой креативной экономики? Ну, здесь, коллеги, вот здесь надо понимать, что когда мы говорим о новой экономике, о экономике знаний, о креативной индустрии, многие иногда показывают свой недоверие, сомнения по этому поводу. Но, во-первых, республика уже имеет очень серьезный опыт успешной реализации конкретных проектов в сфере и креативной индустрии, и экономики знаний. Сегодня мы все знаем, что за компания Майтона, которая уже во всем мире имеет серьезный авторитет и вес. Синет фирма имеет конкретный вес и авторитет. Сегодня мы можем говорить о том, что наше кино, якутское кино имеет очень серьезные результаты. Вот последнее достижение на кинофестивале в Монреале было, на Московском фестивале побеждали. Это вот за этим стоят очень много людей, которые получают заработную плату, повышают свои доходы, повышают качество жизни. За этим стоит налоги, которые они платят в наш бюджет. И, кроме того, есть еще мультипликативный эффект, который связан с тем, что вот эти индустрии, они позволяют развиваться и в сфере услуг, в сфере предоставления услуг, работ, средний и малый бизнес, местные товаропроизводители. Это очень такой важный для нас, для нашей республики момент. И при том, учитывая то, что якутяне действительно, мы, живя в таких суровых условиях, можем сегодня, используя цифровые технологии, быстрее преодолевать инфраструктурные ограничения и реализовывать свой потенциал во всем мире. Это действительно факт. И я думаю, что будущие годы, они очень быстро будут меняться, цифровизация будет везде. Мы уже фактически все пользуемся смартфонами, интернетом, по всей республике WhatsApp пользуются. И, соответственно, эти очень быстрые революционные изменения придут в нашу жизнь. И мы должны быть готовы. И наш ответ – это, конечно, экономика знаний, экономика, креативная экономика, как мы говорим. Но это не означает, конечно, то, что внимание главы только будет ограничиваться этими сферами. В первую очередь он говорит о том, что у нас традиционная экономика, это сфера промышленного производства, сельского хозяйства, всегда будут поддерживаться, и ключевым там является модернизация производства, выход на новый технологический уровень. И, соответственно, я думаю, что в целом для нашей республики это действительно такой серьезный вызов для того, чтобы быть лидерами в Российской Федерации. Спасибо. Чуть больше минуты у нас остается времени в эфире. Это время можете посвятить полностью к обращению жителям республики, которые в прямом эфире сейчас нас смотрят и слушают. Пожалуйста. Уважаемые земляки, 9 сентября действительно для нашей республики очень значимое событие. Мы выбираем между прошлым и будущим, мы выбираем между популизмом и реальными делами. И сегодня каждый голос и позиция каждого жителя нашей республики очень важна. Для того, чтобы мы все вместе могли решить наши насущные проблемы и каждого, и республики в целом, конечно, мы должны, во-первых, прийти 9 сентября на избирательные участки, во-вторых, проголосовать за Арсения Сергеевича. Сегодня мы имеем лидера, мы имеем человека, который может и решает наши проблемы. И я думаю, что люди, которые придут и проголосуют, они, конечно, внесут свою лепту в решение наших общих проблем.
Спасибо. Это было доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева от партии «Единая Россия» Алексей Прокопьевич Дечковский. Спасибо за участие. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, теледебаты мы завершаем. Единый день голосования 9 сентября. Не пропустите, обязательно сходите. До встречи.